В Буйнакске нам довелось познакомиться с человеком, который лично хорошо знал Сайфулла Кади. Мухаммад Закиру 95 лет. Его отец Камаруддин был одним из лучших муридов, учеников Сайфулла Кади, и последний часто гостил в их доме. Как один семье мы жили в Сайфулла Кади не менее 15 лет. Вместе кушали, вместе спали. Вы сами лично его видели вместе с ним? Когда-то он давал мне имя Мухаммад Закир. Он его устаз был у Сайфулла. Он научил меня намаз делать. У Мухаммада Закира сохранилась молитва ат-Тахият, написанная рукой Сайфулла Кади, когда тот учил его намазу. Мой отец не был большим ученым, но, видимо, Сайфулле понравился его характер, говорит Мухаммад Закир. В их доме хранится портрет устаза, который тот сам подарил Камаруддину на память, сказав при этом: «Больше тебе ничего не надо». Сейчас этот портрет хранится в одной рамке вместе с портретом самого Камаруддина. А когда он не видел ничего, он отдал Камаруддину: на тебе память, больше ничего тебе не надо, говорит. Сайфулла Кади был крупным ученым и известным лекарем. Об этом свидетельствуют некоторые сохранившиеся книги по тарикату и медицине, написанные Сайфулла Кади на арабском, латинском и немецком языках. У него книги были, у Сайфулла много книг были. Всех люди переходили как поликлиники, что он лечили и любой болезнь. И головной, и глазной, и живот, и поломанный, и во все он лечил. Без его разрешения из Дагестана ни одного человека хадж не пустил. Без его подписи. Он экзамены принимает, и потом разрешение и подписывает. Сайфулла Кади в те годы был председателем шариатского суда, здание которого располагалось в том месте, где сейчас находится дом быта города Буйнакска. Он часто собирал у себя алимов, которые были нередкими гостями и в доме Камаруддина. От них здесь остались памятные вещи, о которых мы, иншаллах, расскажем позднее. В доме сохранился и талисман Бадригун, написанный рукой Сайфулла Кади. Передав его Камаруддину, устаз сказал: «Пока этот Бадригун с тобой, считай, что я сам рядом с тобой». От отца талисман перешел к Мухаммаду Закиру. По его словам, в годы службы в армии во время Великой Отечественной войны Бадригун не раз спасал его на полях сражений, порою даже от неминуемой гибели. И тут попал, тут до тех пор не работает. И тут 2 рубля нету от фронта. Вот все время это со мной было. Вот это. Он держал мне. Иногда такое время было. Ночь. От луны открою и почитаю я его. Даже окопы я читал, я не то что... Несмотря на трудности судьбы, и в свои 95 лет Мухаммад Закир еще в относительно хорошей форме. По крайней мере, читать он может без очков. Ла иляха илляллаху мазкуру ви кулли лисанин, ла иляха илляллаху кулли яумин хуа фи ша'нин, ла иляха илляллаху аману мин завалил химани ва мин шаррил шайтани, я кадимул ихсан, я гафуру, я гуфрану, я ханнану, я маннану. Там недалеко вода течет, там родника была. Хай варкам. Сошла на эту воду и свой салкала, так и делать. Хорошее место, Камаруддин. Хорошее место. И вода, если кто хочет, тут... Да, сделать, пусть перейдет туда ко мне. Приехав на зиарат в Казанище, мы сразу же разыскали тот родник, расспросив местных жителей. Он находится на склоне, ведущем к реке, прямо против зиарата. Чтобы попасть туда, надо пройти через огород местных жителей. Многие, совершающие зиарат, очевидно, не знают об этом роднике и о том, что Сайфулла Кади сказал о нем.
Говорят, что кроме всего прочего, вода его полезна для печени.